Легче предотвратить, чем лечить. В Сибае началась плановая вакцинация населения от гриппа. Активнее использовать интернет и СМИ для поиска должников по алиментам. О чем еще говорили на заседании КДН с участием уполномоченного по правам ребенка в Башкортостане. «Чистая страна, чистая республика». В городе прошла экологическая акция. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В Сибае стартовала плановая вакцинация населения от гриппа. Подобная практика проводится на ежегодной основе и преследует цель сформировать крепкую иммунную прослойку среди горожан к моменту, когда распространение вируса достигнет прогнозируемых масштабов. Подробнее о том, какой охват вакцинации среди населения позволит предупредить высокую заболеваемость и на каких условиях горожане смогут получить прививку, смотрите в сюжете Рената Музафарова. Ежегодно в осенний период повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Вирус передается воздушно-капельным путем, вызывая массовую заболеваемость среди населения и прогнозируемо достигает больших масштабов распространения к началу первых месяцев зимы. Дабы повысить иммунную защиту граждан, Министерство здравоохранения проводит массовую вакцинацию. В Сибае в текущем году планируется произвести превентивную вакцинацию 18 тысяч жителей. Вакцинация в этом году началась 11 сентября, как только поступили вакцины. По плану у нас 18 тысяч вакцин должно поступить, для того, чтобы охватить 40% населения, для того, чтобы не возникло эпидемической ситуации по гриппу. На данный момент в город поступило 3000 доз вакцины. Для взрослого населения используется вакцина Savigripp, а для вакцинации детей и беременных женщин Гриппол+. Препараты призваны предотвратить заболеваемость основными штаммами простудных и гриппозных вирусов, актуальных в текущем году. Вакцина активна в отношении 3 штаммов. Это H3N2, гонконгский грипп, который был в прошлом году, также H1N1, свиной грипп, и грипп Б. Прививка от гриппа, по словам врачей, является мощным профилактическим средством и значительно снижает вероятность развития заболевания при попадании в организм вируса. Вообще не так страшен грипп, как его последствия. Опасность осложнения, говорят специалисты, существует как со стороны легких, так и со стороны центральной нервной системы. Любое неспецифическое лечение остается недостаточно эффективным для предупреждения гриппа и значительно уступает противогриппозным вакцинам. Особую зону риска составляют учащиеся, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, а также работники здравоохранения, коммунальщики, педагоги. Большинство из них смогут получить защиту от гриппа в рамках выездной вакцинации в профильных организациях. Остальные горожане смогут пройти процедуру амбулаторно. Для этого требуется обратиться в кабинет 109 взрослой поликлиники. Ренат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Накануне в администрации города прошли публичные слушания. Они касались проекта решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа города Сибай и реконструкции теплотрассы в микрорайоне Восточный. Участие в публичных слушаниях приняли депутаты Совета городского округа, представители администрации, общественных организаций, руководители городских учреждений, средства массовой информации, горожане. Изначально на рассмотрение числились 4 вопроса, но из-за отзывов заявок на публичные слушания были вынесены только 2. По первому о проекте решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа выступил главный архитектор Сибая Мунир Рахимов, который довел до сведения присутствующих и новые требования закона. Если раньше градостроительный план не имел срока давности, то теперь время регламентировано и составляет 3 года. Любой земельный участок под любой вид разрешенной деятельности должен иметь градостроительный план. Градостроительный план земельного участка обозначает параметры застройки, нормы отступа, охранные зоны, которые попадают на этот участок, и перспективы застройки. Поэтому градостроительный план является основой для проектирования и для получения разрешения строительства. Вторые публичные слушания состоялись по вопросу реконструкции теплотрассы в микрорайоне Восточный. На данный момент теплотрасса проходит через территорию детского сада. По новым требованиям это запрещено. Данный вопрос изначально рассматривался на депутатской комиссии, после чего был вынесен на общественное обсуждение. Теплотрасса ТН-15, которая обеспечивает часть микрорайона Восточная, проходила по территории детского садика. Прокладка была надземная. В соответствии с пунктом 9.4 свода правил тепловые сети
в избежание несчастных случаев сейчас запрещается надземная прокладка по детским учебным учреждениям. Если она, значит, производится, она только производится в монолитном железобетонном канале. В связи с чем, значит, предлагаем вынести ее за пределы детского садика, пройти вдоль забора детского садика, значит, пройти по тротуару, тротуар полностью 100% мы установим и обновим, скажем так, благоустройство этого участка земельного. Публичные слушания были признаны состоявшимися, а решение принято опубликовать на информационном стенде администрации города, официальном сайте Совета городского округа и в газете «Сибайский рабочий». Лена Кириллова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова для службы новостей. В своих выпусках мы рассказывали о рабочем визите в Сибай уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан Миланы Скоробогатовой. В ходе поездки она посетила социальный приют для детей и подростков, провела прием граждан и приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Подробнее о последнем смотрите далее. Во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан подвела итоги своего рабочего визита и еще раз порекомендовала курирующим органам максимально создать для детей, оставшихся без попечения родителей, домашнюю и уютную обстановку. В работе заседания приняли участие представители социальных учреждений, педагоги, психологи, судебные приставы, в общем все те, кто так или иначе задействован в решении вопросов, касающихся детей. Если каждый будет чувствовать личную ответственность перед детьми, можно сделать многое, отметила Милана Скоробогатова, обращаясь к собравшимся. Сигнал о неблагополучной семье поступают в местные органы опеки и попечительства от соседей, педагогов и врачей и сотрудников полиции. Сразу после получения информации специальные органы обязаны проверить реальные условия жизни ребенка. Если этого не сделать вовремя, может произойти непоправимая трагедия. И в этом будут виноваты все. На заседании таким образом была отмечена важность работы первичных организаций. Также немало времени было уделено такой теме, как исполнение родителями алиментных обязательств и контроль за ними. Как отметили представители отдела судебных приставов, у них находится 15 исполнительных производств на должников по алиментам, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Согласно законодательству, такие безответственные родители привлекаются к административной и уголовной ответственности. Уполномоченный по правам ребенка порекомендовала использовать возможности интернета и СМИ для розыска должников по алиментам. Решение любых глобальных проблем лежит на пути концентрации локальных усилий. Так, с начала сезона под эгидой Всероссийского года экологии в нашем городе была организована масса экологических мероприятий. В минувшую среду волонтеры, представители общественных и партийных организаций и работники городских учреждений решили объединить усилия для того, чтобы очистить от мусора береговую линию реки Туй-Аляс. Последние теплые деньки сентября традиционно служат приятным поводом проводить уходящий месяц очередным пикником на лоне природы. Правда, результатом таких посиделок зачастую служат не только яркие летние впечатления, но и груды мусора, оставленные после себя отдельными нерадивыми горожанами. Подвести свой разумный итог уходящему сезону и устранить последствия праздной жизни отдыхающей территорию Соснового Бора возле городской реки Туй-Аляс на днях посетили порядка 40 волонтеров. Сегодня проходит акция под эгидой «Единой России», «Чистая Россия», а у себя мы в республике проводим «Чистая Республика». В этой акции участвует много молодежи, много студентов, членов партии местного отделения города Сибай, сторонников местного отделения и директора школ, которые являются секретарями первичных отделений, руководители предприятий, для того, чтобы сделать наши места чистыми, красивыми, для того, чтобы досталась поколению хорошая, благородная земля, а не такая, как вот сегодня мы увидели, когда приехали на эту несанкционированную свалку. Одним из действенных методов устранения подобных мусорных захоронений стал проект интерактивной информационной системы, инициированный еще в начале года. Система функционирует на основании обращений горожан и позволяет геолоцировать на глобальной карте России расположение всех несанкционированных свалок мусора. Излюбленное место отдыха всебайцев река Туй-Аляс также имеет свой интерактивный маячок. Как мы видим, основную часть мусора составляют у нас бутылки из-под алкогольных напитков, пачки из-под сигарет. Это продолжает ту мысль, что если человек плох в одном, то есть употребляет алкоголь, курит, он и засоряет и окружающую среду, не только свой внутренний мир, но и внешний.
К началу осени берега реки существенно мелеют. Достоянием общественности в той части, что вообще уделяет внимание проблеме, становятся ранее скрытые от глаз артефакты активного досуга горожан. Участники сегодняшней экологической акции особое внимание уделяют бионеразлагаемому мусору. В их число входят пластик, стекло и другие неорганические отходы. Ветки, бумага и булыжники остаются на месте. Утилизации подлежат материалы, вред для окружающей среды которых дежурно описывается следующей фразой: способствует разрушению озонового слоя, загрязнению грунтовых вод и территории в целом. Отметить стоит тот факт, что этот мусор не появился откуда-то, с неба не свалился, а мы убираем за такими же людьми, как мы сами. У самих, если выработалась культура бережного отношения к природе, мы хотим, и чтобы такое отношение было у большинства населения нашего города и вообще у каждого человека, у каждого патриота своей страны и своей родины. И то, что когда мы убираемся, безусловно, как скажем, на душе более так спокойно становится, потому что вносим свою лепту в экологическое состояние родного края и своей республики. Городской пляж реки Туяляс, место наибольшего скопления горожан в летний период, в этот сентябрьский денек также охватила рабочая суматоха. Свою акцию сотрудники местного отделения Центра социальной помощи семье и детям приурочили к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Коллектив добродушно, конечно, отозвался на это мероприятие. Все были нацелены, пришли с целью именно привести в порядок, чтобы как-то улучшить состояние. Все-таки это наша природа. Мы как бы бережно относимся к нашей экологии, к нашей природе, поэтому все радушно отнеслись и дружно вышли на этот экологический субботник. Для восстановления экологической справедливости коллектив организации традиционно выступает единым фронтом. Работа кипит, большие черные мешки наполняются мусором стремительно быстро. В большинстве случаев, как и прежде, яркими свидетельствами чьего-то бурного отдыха. Мусора, конечно, мы собрали достаточно много, порядка где-то 6-7 мешков. В дальнейшем собираемся этот мусор собрать с собой, загрузить в газели и увезти, как положено, на свалку. Также в рамках этой же акции мы непосредственно привели в порядок, сделали субботник на территории нашего учреждения. Всего по итогам массовой уборки общими усилиями было утилизировано порядка 20 мешков твердых бытовых отходов. Конечно, очистить от мусора всю береговую линию за один день затруднительно. Подобные субботники предпринимались и раньше. Так, в начале августа экологическое мероприятие было инициировано на берегу озера Культубан. Массовая уборка, прошедшая в минувшую среду, стала своеобразной аккордной точкой на этапе подведения итогов летнего экологического сезона. При этом постоянные участники подобных мероприятий отмечают и определенные позитивные сдвиги в данном направлении. Жители стали умнее, и по сравнению с прошлым годом мусора намного меньше. То есть человек растет сознательно. Уважаемые сибайцы, гости города, я призываю вас сохранять в чистоте берег, сосновый бор, нашу окружающую среду. С годом экологии! Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Удачных вам выходных и только хороших новостей. Увидимся.